Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. Сгоревший двухэтажный жилой дом поселка Большое Хатыми 1966 года постройки находился в плачевном состоянии. В нем проживало 10 семей. 27 января огонь полностью уничтожил постройку. Было эвакуировано 12 человек, трое из них получили травмы различной степени тяжести. Один человек числится пропавшим. По факту найденных останков проводится судмедэкспертиза. Причина возгорания и ущерб от него устанавливаются. Ранее глава Якутии Айсен Николаев провел совещание об оказании комплексной помощи пострадавшим. По словам главы республики, меры, принятые местными властями, недостаточны. Сейчас глава поселка Чурман проводит встречи с погорельцами. Мы следим за развитием событий. Мой резервный фонд главы поселка 100 тысяч всего. Мы полностью его отдаем на погорельцев. Сегодня постановление администрации есть, но необходимо восстановить документы, сгорели паспорта и другие документы, которые необходимы для получения этих видов субсидий по поселению. Главой района также принято решение о материальной помощи. Полиция Якутска возбудила уголовное дело по нападению группы подростков на мужчину в поселке Маган. Ранее в социальных сетях распространялась информация, что 29 января в Магане 4 подростками был избит местный житель. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В настоящий момент проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Отмечается в официальном комментарии МВД. Источник телеканала «Якутия-24» в правоохранительных органах сообщил, что мужчина лишился глаза. Количество нападавших достоверно неизвестно, так как пострадавший не смог опознать подозреваемых. Еще одно нападение, на этот раз в поселке Батагай Верхоянского района. Тут двоих мужчин 20 лет обвиняют в 3 тяжких преступлениях. Это тяжкие телесные повреждения, повлекшие по неосторожности смерть, незаконное проникновение в жилище и побои. По уголовному делу в отношении 2 местных жителей 20 лет, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 111 «Тяжкие телесные повреждения, повлекшие по неосторожности смерть», частью 1 статьи 139 «Незаконное проникновение в жилище» и статьей 116 Уголовного кодекса Российской Федерации «Побои». По версии следствия, обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения на улице поселка Батагай, встретили потерпевшего, с которым у одного из обвиняемых ранее был конфликт. Вспомнив это, молодые люди нанесли потерпевшему множественные удары ногами, руками, металлической трубой и деревянной доской. Всего нанесли не менее 59 ударов. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался в Верхоянской центральной районной больнице. После избиения потерпевшего обвиняемые ушли. Вместе с тем, затем под предлогом его поиска, они незаконно проникли в жилище к ранее незнакомой им женщине, где ей и находившимся в квартире иным лицам нанесли из хулиганских побуждений телесные повреждения. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу. Еще одна новость из Батагая, на этот раз не такая трагическая. Тут росгвардейцами задержан подозреваемый в совершении грабежа. Сигнал поступил из магазина, из которого нетрезвый мужчина похитил пакет с выпечкой и фрукты. Подозреваемый ранее неоднократно судимый 27-летний уроженец Эвено-Бытантайского района. Он был задержан рядом с местом преступления и доставлен в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. 16-летний подросток стал фигурантом уголовного дела. В столичную полицию обратилась 46-летняя местная жительница. Она рассказала, что у остановки Борисовка-1 к ней подбежал неизвестный молодой человек и, вырвав из рук сумку, скрылся. Саму сумку он выкинул по пути, зато похитил сотовые документы и деньги. Юношу задержали по горячим следам. Им оказался 16-летний уроженец Якутска. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Багаж пассажиров рейса Москва-Нерюнгри не загрузили в целях безопасности. Более 60 пассажиров ждут его с субботы. В
В целях обеспечения безопасности полетов на рейсе 783 по маршруту Москва-Нерюнгри, выполнявшегося 2 февраля, была уменьшена коммерческая загрузка. Авиакомпании «Якутия» было сделано все возможное для оперативной доставки багажа. Уже на следующий день, 3 февраля, багаж 61 пассажира был доставлен из аэропорта Внуково в Якутск. Утром 4 февраля багаж общим весом около 1 тонны был отправлен из аэропорта Якутска в Нерюнгри. В данный момент представители авиакомпании «Якутия» совместно со специалистами аэропорта Нерюнгри продолжают оповещать пассажиров для выдачи им багажа. Авиакомпания приносит извинения за доставленные неудобства. А в Ленском районе в суд направлено дело по незаконной вырубке леса. Мастера лесозаготовительного участка обвиняют в вырубке 180 кубометров леса. Ущерб оценивается в 650 тысяч рублей. Следствие считает, что он, используя подчиненных, вырубил участок Нюйского лесничества. Впоследствии мужчина возместил ущерб в полном объеме. Тем временем в Якутии служебная собака Лайза вывела полицейских на след подозреваемых. В дежурную часть отдела МВД России по Хангаласскому району поступило заявление от жителя города Покровск о том, что из котельной его частного дома похитили электроинструменты, зимние куртки и газонокосилку. При осмотре места происшествия сотрудники полиции обнаружили следы обуви и орудия взлома лом. Полицейский кинолог пустила по следам четвероногую напарницу, служебную овчарку по кличке Лайза. Собака привела полицейских к расположенному поблизости магазину. Позже выяснится, что злоумышленники, сбыв похищенное, приобрели в данном магазине алкоголь. Далее Лайза через проезжую часть привела полицейских к частному дому. Рядом с домом стояли 4 мужчин, одного из которых обозначила служебная собака. Через некоторое время Лайза установила местонахождение второго подозреваемого, который скрывался в соседнем доме. В дальнейшем полицейскими была установлена причастность к краже 3-го лица, который также был задержан по горячим следам. Все 3 ранее привлекались к уголовной ответственности. Часть похищенного имущества обнаружена и изъята по месту жительства одного из подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации кража, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. На этом пока все. Берегите себя.